представители. Мы рады приветствовать вас в Доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского на благотворительном концерте в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик. Слово предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Виктору Николаевичу Губареву. Все мы здесь присутствуем в этом зале, испытываем чувство большой ответственности и приветствуем сегодня жителей Донецкой Народной Республики, которые вынуждены были покинуть родные места, где ведутся военные действия в защиту их суверенных республик, в защиту русского мира, в защиту русского языка, в защиту народов, которые хотят жить в мире. Победа будет за нами. Слово предоставляется заместителю министра по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Сергею Александровичу Хатуркову. Дорогие друзья, приветствуем вас всех на нашем благотворительном концерте в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народной Республики. На базе нашего республиканского центра по работе с волонтерами создан республиканский пункт по сбору гуманитарной помощи. И только с начала этого года собрано свыше 70 тонн гуманитарного груза. Это груз, который собран жителями республики, представителями общественных организаций, представителями предприятий и компаний нашей республики. И, пользуясь моментом, я бы хотел поблагодарить всех, кто уже принял участие в данной гуманитарной акции. И хотел бы также призвать всех остальных неравнодушных людей принять активное участие в дальнейшем оказании гуманитарной помощи. Слово предоставляется председателю Общественной палаты Республики Саха-Якутия Николаю Дмитриевичу Бугаеву. Здравствуйте, дорогие единомышленники. Я очень рад видеть здесь полный зал. Я привез из Донецкой Народной Республики большой привет вам всем. Из города Кировская. Ситуация на Донецком направлении, вы знаете, сложная. И люди, конечно, все взволнованы и спрашивают, не уйдете ли вы, не уезжаете ли, не бросите нас Россия. И мы все говорим, что нет, мы туда пришли надолго. И сейчас вы знаете, что наши коллеги из общественных палат Донецкой и Луганской Народной Республики, они направили письмо своим лидерам государств о том, чтобы провести референдум о вхождении в Российскую Федерацию.